Добрый день. Сегодня мы начинаем первую пресс-конференцию, посвященную организации Международного научно-экспертного форума, который называется «Северный форум по устойчивому развитию». Меня зовут Василий Владимир Николаевич, первый заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Сегодня в пресс-конференции принимает участие Михаил Александрович Погадаев, заместитель министра по делам Арктики, по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия, Дарьяна Дмитриевна Максимова, исполняющая обязанности исполнительного директора Северного форума, и Александр Андреевич Кугаевский, заместитель ректора по научной и аналитической работе Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Мы пригласили Михаила Александровича Александра Андреевича в связи с тем, что в рамках форума, где расписано более 30 площадок, есть такое крупное мероприятие, посвященное коренным малочисленным народам Севера. И университет проводит пятую уже всероссийскую научно-практическую конференцию «Устойчивый Север», посвященную цифровизации, цифровой экономике. И я думаю, что наши коллеги более детально вам расскажут, какие проблематика сейчас стоит и как мы предлагаем их решать. Я просто в качестве вступительного слова хотел бы кратко рассказать о данном форуме. Идея Северного форума у нас родилась в прошлом году, более года назад, когда мы обсуждали возможность организации встреч рабочих групп Северного форума. Республика Саха-Якутия возглавляет 4 рабочие группы. Это по изменению климата, по окружающей среде, по человеческим и ресурсам и по образованию и науке в Арктике. То есть 4 рабочие группы – это достаточно большая сила. Но в ходе обсуждения родилась идея все-таки расширить формат, постараться пригласить максимальное количество экспертов из арктических стран мира, азиатских стран. Дело в том, что в мире существует несколько очень крупных международных площадок, где обсуждаются вопросы Арктики. Это Арктический круг в Рейкьявике, Арктические рубежи в Тромсе в Норвегии. Ну и в России у нас, как вы знаете, в Архангельске, Санкт-Петербурге крупные площадки, как территория диалога и другие. В то же время восточный сектор Арктики, где располагается наша республика, самый крупный арктический регион мира, такой площадки нет. Мы в основном выезжаем на эти площадки с небольшими делегациями или стараемся выразить свою позицию на площадках Восточного экономического форума. Вот эта идея, если раньше, лет 5-10 тому назад, наши зарубежные в основном коллеги говорили, когда мы приглашали их в Якутию, всегда ссылались на то, что мы очень далеко находимся. И достаточно дорогой транспортная логистика и так далее. В этот раз, когда в прошлом году мы связывались с различными экспертами, то получили очень хороший отклик, что они готовы приехать к нам в Якутию со своими идеями, предложениями. И программа форума практически на 80, если я не ошибусь, процентов из предложений экспертов из разных стран и регионов Российской Федерации. Еще одна идея, почему вот этот форум мы предложили. Азиатские страны очень плотно интересуются проблемами развития Арктики и хотели бы быть вовлечены в более тесные дискуссии, обсуждения по всем аспектам деятельности в арктической зоне. И они также участвуют в этих крупных, уже упомянутых форумах, но также не такими крупными делегациями, как они, видимо, хотят. И поэтому их идея создания площадки в Якутске очень сильно заинтересовала. И они очень надеются, что у нас это будет регулярная, постоянная площадка. И вот эти моменты позволили собрать достаточно хороший пул именно экспертов. Мы не ставили задачу приглашения, организации визитов крупных государственных деятелей, федеральных структур. Все-таки мы обращали внимание на экспертный уровень, на тех людей, которые реально
сидят, вот работают, пишут, аналитику проводят, исследования проводят в арктической зоне и имеют свое мнение, свою позицию. Что говорится на высшем уровне, на политическом, государственном уровне, в принципе, мы все в курсе. И от лидеров стран, и от крупных государственных деятелей на больших форумах они всегда выражают свое мнение, и поэтому это ни для кого не секрет. Но вот что говорят сами ученые, исследователи, крупные аналитики и эксперты, какие вопросы мы должны решать и как должны решать, это очень, ну, на мой взгляд, достаточно слабо освещается, и поэтому вот этот форум мы так и назвали научно-экспертный форум, это вот формат форума. Поэтому вы на полях форума увидите очень много такого уровня специалистов, и я очень надеюсь, что во время работы всех площадок, средств массовой информации постараются максимально не только просто осветить ход работы, но и взять максимальное количество интервью, побеседовать с нашими гостями, чтобы получить как бы общее восприятие и составить вот как определенный пазл как бы всех моментов сотрудничества, международного и межрегионального сотрудничества в Арктике. Ну и, конечно, мы позиционируем себя последние годы как один из лидирующих регионов Арктики. Здесь располагается у нас секретариат единственной международной организации, которая располагается на территории Российской Федерации, это Северный форум. То есть вот эти моменты нам тоже очень важно преподнести. Ну и до конца следующего года мы также председательствуем крупнейшей Азиатской межрегиональной ассоциации, ассоциации региональных правительств стран Северо-Восточной Азии. Вот. И поэтому у нас есть все возможности в нашей республике построить настоящий мост обсуждений между Арктикой и Азией, и азиатскими странами. И понять, как у нас пойдут дальше двусторонние отношения вот Азиатско-Тихоокеанским регионом, с арктическими странами. То есть очень много интересного предстоит. Я специально не останавливаюсь на программе форума. Я думаю, Дарьяна Дмитриевна более подробно расскажет, какие площадки будут работать, в какие дни и где будут, ну, на наш взгляд, наиболее интересные обсуждения. И с этими словами я хотел бы передать слово Дарьяне Дмитриевне. Пожалуйста. Добрый день. Я Максимова Дарьяна Дмитриевна, исполняющая обязанности исполнительного директора международной организации «Северный форум», которая находится у нас здесь, в Якутске, точнее, секретариат Северного форума. Изначально эта организация была основана в 1991 году и находилась на Аляске вплоть до 2013 года. И вот с 2013 года секретариат Северного форума находится в Якутске. Это самое, что ни на есть, международная организация, поскольку мы объединяем на региональном уровне страны, которые относятся и в целом интересуются Севером и Арктикой. Регионы у нас на сегодняшний день всего присутствуют в нашей организации 14 регионов, из них 10 российских регионов и 4 иностранных. Это Аляска, из Соединенных Штатов Америки, Акюрери из Исландии, Лапландия из Финляндии и провинция Кангвон из Республики Корея. Из российских регионов практически вся арктическая зона Российской Федерации, за исключением некоторых регионов, а также у нас есть Хабаровский край и Приморский край. То есть мы ведем планомерную работу по международному сотрудничеству, межрегиональному сотрудничеству по вопросам Севера и Арктики. Основная деятельность у нас по проектной деятельности. Поэтому вот этот вот форум, Северный форум по устойчивому развитию, который мы заявили вот сейчас как пилотный проект, и надеемся, он будет продолжаться ежегодно, запланированный с последующие годы, будем проводить в рамках под эгидой Северного форума. И весь этот проект направлен как раз на международное межрегиональное сотрудничество по вопросам Севера и Арктики. Что касается самой программы Северного форума по устойчивому развитию, изначально в концепции мы прописывали, как раз из названия это видно, что устойчивое развитие является сейчас основным таким
самым важным вопросом, проблемным вопросом для всей планеты, не только для Севера и Арктики, но и для наших регионов. Да. Это очень важно, поскольку здесь все эти проблемы существуют. В 2015 году была утверждена повестка дня до 2030 года Организации Объединенных Наций, где были определены 17 целей устойчивого развития. В основном они входят в 3 основных направления работы. Это экономика, экология и население. Как раз наш Северный форум по устойчивому развитию мы постарались охватить в программе все эти 3 вопроса: экономика, экология и население, а также в концепции мы прописывали, что мы будем объединять Арктику и Азию, поскольку наша республика Саха-Якутия находится как в Азии, так и в Арктике. И здесь очень большой интерес как раз был вызван этим моментом, что мы как можем стать в будущем такой большой международной площадкой для реализации конкретных научно-практических проектов для устойчивого развития региона и региона в целом, которые вот будут участвовать в наших мероприятиях. По наполнению и представительству стран у нас получается то, что мы заявили изначально. Изначально мы говорили, что у нас будет 8 стран приполярных, которые входят в большую международную организацию Арктический совет, и 3 азиатские страны. Это 3 страны, представляющие Северо-Восточную Азию: Китай, Япония и Южная Корея. Из арктических стран, приполярных стран, это США, Канада, Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция. И здесь мы тоже представительство постарались обеспечить. Действительно, у нас очень большое количество мировых экспертов приезжает. Среди гостей у нас сейчас заявлено 117 гостей, не из Якутии. Из них более 50 человек — это иностранцы. Остальные представляют регионы России и центр — это Москва и Санкт-Петербург. То есть представительство у нас получилось действительно очень неплохое. Каждый день к нам приезжают эксперты. И по первым даже откликам, вот сегодня к нам в офис приходили некоторые эксперты, очень довольны тем, что как раз в Якутии такое мероприятие может пройти. Всего у нас по программе около 30 площадок. Что это значит? То есть мы координируем различные мероприятия. Это не значит, что мы создали это все сами. У нас есть соорганизаторы, которые заявились к нам со своими темами, со своими конференциями, круглыми столами, мастер-классами, лекциями и так далее, презентациями проектов. И все эти площадки мы охватили и предоставили им возможность заявить о себе, да, выразить свое экспертное мнение. И по результатам, надеемся, мы получим очень хорошую картину как раз по проблеме устойчивого развития. Всего у нас 4 блока в программе. Как я уже говорила, это экономика, экология, население. И самый такой интересный блок — это Арктика и Азия. Уже сегодня уже начались предварительные мероприятия, 2 мероприятия. Завтра у нас открытие, точнее не открытие, а начало форума, потому что само открытие форума у нас будет 25 сентября, пленарное заседание, которое пройдет в культурном центре «Сергеляхские огни». По завтрашнему дню самые важные мероприятия мы разделили так, чтобы все могли бы прийти послушать. Одним из основных у нас соорганизаторов являются как раз страны Северо-Восточной Азии. И вот завтра у нас одно из первых мероприятий — это круглый стол «Российско-корейское сотрудничество в Арктике». Проходить оно будет в общественном центре. Здесь мы очень надеемся на освещение таких актуальных вопросов, как использование Северного морского пути, также вопросы
вопросы добычи природных ресурсов, энергетики, логистики. Им очень интересна Якутия с точки зрения транспортного узла. Ожидается участие 7 представителей из Кореи, хотя на самом деле по спискам приглашенных и по спискам гостей у нас очень много и корейцев, и китайцев, и японцев. Будет это проходить в формате панельной дискуссии. И с нашей стороны тоже мы ожидаем представителей, в том числе и из гостей, которые к нам приедут на этот круглый стол. Также завтра будет еще одно большое мероприятие. Думаю, мои коллеги больше о нем чуть подробнее расскажут. Я просто назову. Это сетевые программы в университете Арктики. Также это будет проходить в общественном центре. Тоже приглашаем для освещения этого мероприятия. Кроме этого, завтра у нас проходит очень много мероприятий по всем 3 направлениям, о которых я много уже сказала. И среди них можно сказать, выделить, наверное, и по коренным народам учебный семинар. Я думаю, тоже коллеги о нем чуть подробнее расскажут позже. И по экономике, да, у нас будет проходить завтра мероприятие «Устойчивое развитие регионов и городов в Арктике» совместно с проектным офисом развития Арктики. Это московский проектный офис развития Арктики, который в этом году заключил соглашение с Минвостокразвития Российской Федерации по составлению арктической стратегии, новой арктической стратегии Российской Федерации. Здесь мы приглашаем муниципальные районы для участия, Министерство Якутии для участия. Хотели бы обсудить вот здесь у нас в Якутии, как можно было бы развивать регионы и города. Кроме этого, по программе вы можете, раз уже так подробно начала, но все равно всю программу вы можете посмотреть у нас на сайте. Это сайт nsdf.ru. Там висит актуальная программа. Также на сайте Северного форума выложена программа. И проследить по всем остальным мероприятиям можно будет очень хорошо. 25 числа у нас открытие форума. Это пленарное заседание, которое будет длиться с 11 часов до 6:30. Разделено оно не только под официальные приветствия, но и на панельные дискуссии по всем 4 основным темам. Там у нас будут представители, эксперты как из регионов России, так и из зарубежных стран. Будут доклады со стороны наших участников. И в каждой пленарной сессии мы постараемся обсудить это в открытом формате, то есть будет дискуссия, то есть не будут только доклады, но и будет обратная связь. Надеемся, что у нас такой вот интенсивный вообще формат работы будет сохраняться до конца форума. Кроме этого, завтра будет, в среду, 25 сентября, будет очень важное мероприятие. Это стратегическая сессия по арктической зоне Российской Федерации до 2035 года. Это как раз сессия, организована проектным офисом развития Арктики, для того, чтобы обсудить у нас на месте в Якутии, какие у нас есть предложения для новой российской стратегии. Будет это мероприятие проходить в Доме правительства номер 1 в зале Республики и в 401 кабинете. Я думаю, что тоже будет интересно посмотреть, как эксперты и наши местные власти будут обсуждать это вместе с участием Минвостокразвития. И весь этот формат происходит у проектного офиса развития по всей России. То есть они ездят по регионам и собирают предложения в стратегию. Кроме этого, в среду начинается тоже отдельное мероприятие, также по всем остальным блокам.
можете это посмотреть в программе. 26 сентября – очень насыщенный день. Это самый, наверное, большой день, да, по всем мероприятиям. У нас будет там 10 площадок одновременно задействовано. Вообще сам Северный форум по устойчивому развитию очень отрадно, что мы объединили всех у нас в Якутии. То есть нам все пошли навстречу. У нас очень много площадок именно по местам проведения. Участвуют все основные соорганизаторы форума. Это Северный форум, правительство Республики Саха-Якутия и Северо-Восточный федеральный университет. Помимо этого, к нам присоединились по местам проведения ЕГСХ, АГИКИ. И, конечно же, да, мы используем все возможности республики по остальным организационным вопросам. Так вот, 26 числа у нас будет очень много мероприятий. Там у нас продолжается тема азиатская. Будет круглый стол, восьмая встреча рабочей группы по российско-китайскому сотрудничеству в Арктике. Уже 8-й год проводится, и в этом году они выбрали местом проведения как раз Якутск. Там у нас соберутся эксперты из разных провинций Китая. Очень ожидаем, что будет хороший интерес к этому мероприятию. Будет он проходить в большом зале, в общественном центре на 6-м этаже. Также приглашаем вас для освещения этого мероприятия. Кроме этого, 26 числа у нас будет мероприятие по безопасности инвестиций в Арктике. Будет оно проходить на площадке Министерства предпринимательства Якутии. Здесь мы ожидаем, что мы обсудим возможности привлечения инвестиций и в том числе возможности развития, да, в том плане, что как мы будем принимать инвесторов, в том числе иностранных. И самый животрепещущий вопрос здесь даже то, как нам говорят организаторы этого мероприятия, что это социальная корпоративная ответственность бизнеса, который придет к нам на территорию. И здесь соорганизаторами выступает Российский совет по международным делам, это город Москва, организация, учрежденная в свое время Министерством иностранных дел Российской Федерации. Вот. Ну и в целом также можем, наверное, сказать о наших региональных площадках, да, которые будут 26 числа. Это нордификация строительства, Сибирский федеральный университет, соорганизатор. Здесь очень такое название, говорящее, наверное, само за себя. Здесь мы будем обсуждать, как строить в условиях севера, и в том числе бороться с чрезвычайными ситуациями. Идет это мероприятие с поддержкой Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Красноярские наши коллеги привезут экспертов как из Москвы, так и из Красноярска. Кроме этого, мы хотели бы, наверное, уделить внимание больше еще одному дню. 27 сентября – это очень важный день для нас, это день закрытия. Нет, извините, немного вернусь к 26 числу. Это у нас день, когда мы проведем отдельное мероприятие по Северному форуму. Панельная дискуссия международной организации «Северный форум» пройдет у нас в Доме правительства номер 2 после обеда, по-моему, с 16 часов. И здесь мы хотим собрать всех наших гостей форума и в том числе рабочих групп Северного форума. У нас есть такой формат в рамках нашей международной организации, где мы ведем работу по проектам. В данном случае всех тоже приглашаем для освещения этого мероприятия, поскольку весь форум проходит под эгидой нашей организации, и весь смысл, скажем так, всего этого мероприятия был как раз для того, чтобы развивать международное межрегиональное сотрудничество в рамках Северного форума. И 27 число – это день у нас посвящен полностью проектной деятельности.
Будет мероприятие по презентации проектов, которые в будущем войдут в рамки деятельности Северного форума. Мы надеемся на это. Презентация проектов у нас будет проходить с утра до вечера в общественном центре весь день. Там заявлены проекты, такие как научно-образовательный центр по развитию Арктики и Субарктики «Север», который был запущен в нашей республике. Основным составителем этого научно-образовательного центра является Северо-Восточный федеральный университет. Я думаю, мои коллеги еще чуть попозже о нем чуть подробнее расскажут. Кроме этого, кстати, по этому научно-образовательному центру будет отдельное выступление на пленарном заседании от Михайловой Евгении Исаевны. Ну, я думаю, тоже чуть попозже коллеги расскажут. Также там представлены проекты совершенно разнообразные, то есть в том числе и по культурной программе, допустим, международный проект по культуре и искусству в Арктике и на Севере. Это проект, запущенный уже давно Арктическим государственным институтом культуры и искусства, но тем не менее они хотят возобновить работу. Кроме этого, есть интересные проекты, как «Дети Арктики». Это большой проект, который входит в рамки проекта Международной организации «Арктический совет». К нам приезжает вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Нина Глебовна Вейсалова. И я думаю, что она сама представит этот проект. В том числе отрадно то, что такие большие проекты хотят войти в нашу международную организацию «Северный форум», и надеемся на плодотворную работу. Всю эту программу можно посмотреть также на сайте. Кроме этого, у нас японцы, да, последнее скажу про Японию. Япония у нас пронизана через все дни форума. У нас есть одно мероприятие, которое называется «Холодные земли». И семинар «Холодные земли» у нас уже сегодня начался и продолжается все дни. Это лекции японских экспертов. Проходят они в Академии наук Республики Саха-Якутия. Приглашаем на них также. Очень хорошо было бы и освещение этого мероприятия. И оно будет длиться вплоть до 27 числа. И последний день, это 28 сентября. Там также заявлена еще одна площадка Северного форума. Модель Северного форума «Молодежная экспертная площадка». Там мы хотим собрать молодых ученых, аспирантов, студентов и даже школьников, что интересно, к нам заявляются старшеклассники, для обсуждения проблем Севера и Арктики. В целом программа очень насыщенная, прошу ее смотреть на сайте, освещать ее, и было бы очень хорошо, если мы в конце нашей всей программы составили такой общий, да, выводы сделали, и, думаю, будем работать над результатами, которые мы получим. Большое спасибо. Да, спасибо, Дарья Дмитриевна. Я хотел бы сейчас коллег, сейчас к нам присоединился еще Владимир Васильевич Кугунуров, проректор СВФУ по международному сотрудничеству. Начиная с Александра Андреевича, я думаю, да, по устойчивому северу, что за конференция и какие дни, какие темы вы затронете. Очень кратко прошу коллег, чтобы время осталось на вопросы. Хорошо. Я прежде хотел бы сказать, немножко пояснить о формуле, по которой проводится данное мероприятие. Фактически Северный форум, как мы договорились, все вместе проводим в виде построения большой платформы, на которой могут работать разные площадки. То есть мы предоставляем условия для общения людей внутри нашей страны, межрегионального общения, то есть международного общения. Вот по этой формуле теперь мы будем проводить это мероприятие на постоянной основе. Ну, у нас так получилось, что довольно часто спрашивают, интересуются наши представители средств массовой информации. Ладно, деньги, говорит, туда потратили 2,5 миллиона рублей, да? Вот. А что мы с того получим? Не пустили ли деньги опять на ветер? Ну, как экономист я скажу, что всегда проводил эту идею насчет того, что любая конференция – это как раз вопрос о том, как привлекать мозги на территорию. Приезжают люди ученые, приезжают практики. Они рассказывают о своих достижениях, о своих каких-то интересных проектах, до которых надо еще
найти время догадаться и найти время их исполнять. Если мы будем делать самостоятельно, а тут люди приезжают, сами привозят эти идеи. Мы говорим все время об утечке мозгов, вот, а здесь, наоборот, приток мозгов в виде ученых с мировыми именами и людей, которые имеют большой интересный опыт. Вот. Но у нас так совпало. В этом году мы проводим 5-ю конференцию, которую мы 5 лет назад назвали «Устойчивое развитие», вернее, «Устойчивый север. Общество, экономика, экология и политика». Вот. То есть вот эти 4 составляющих, каждая из которых тоже имеет состояние устойчивости и неустойчивости, но любая неустойчивость в одном из этих элементов, он вызывает неустойчивость во всей системе. Неустойчивая политика все время начинает трясти либо общество, либо экономику, либо что-то еще. Поэтому мы в таком 4-звенном ключе мы сформировали тему этой конференции. Но поскольку она очень хорошо легла как бы на идею, которую высказали Владимир Николаевич, Дарьяна Дмитриевна, о том, чтобы провести тему «Устойчивый север», мы наложили друг на друга и очень хорошо и решили, что одной из площадок на этой платформе мы как раз посвятим этой конференции. То есть конференция переезжает уже на эту платформу. Когда мы говорим об устойчивом развитии, то мы сегодня исходим из того, что диапазон проблем, или, как есть такое слово модное, вызовы, да? Их очень много у нас сегодня. Начиная от вопросов и проблем глобального потепления и ожидаемого вселенского потопа, до вопросов внедрения в нашу жизнь цифровых технологий и создания цифровой экономики. Вот, поэтому вот во всем этом диапазоне мы обсуждаем каждый год какие-то определенные вопросы. В этом году мы основной акцент решили сделать именно на цифровых технологиях, потому что, во-первых, надо четко, ясно представлять содержание понятия «цифровая экономика», а во-вторых, сосредоточиться на основных темах, которые бы для нас сегодня были чрезвычайно важны. Но у нас сегодня цифра входит не только в наш быт, вроде наших смартфонов и айфонов, там всяких, да? Вот. Она уже сегодня у нас входит в производство. И можно сказать, что она делает первые шаги в производстве. Ну, например, у нас в оленеводстве есть интересные примеры, когда уже используют цифровые технологии, оленеводы облегчают свой труд. Вот. Ну, к сожалению, пока, по-моему, это одно, да, Михаил Александрович, предприятие оленеводческое наше. Но думаю, что тут этот опыт надо сейчас изучать, развивать и заниматься научными разработками этих технологий, но она взрывным характером придет просто в нашей традиционной отрасли ведения хозяйства. Ну и не только в оленеводстве, но и в других областях и сельского хозяйства, и нашей деятельности на территории республики во многих областях. Дело в том, что огромная территория, огромное расстояние, и, конечно, заставляют уметь работать на расстоянии, дистанционно. В том числе и дистанционная медицина, и в том числе и дистанционное образование и прочие вещи такие. Ну и плюс, значит, мы постараемся обсуждать вопросы развития цифровых технологий в горно-промышленной области, в геологии и во всех отраслях, которые составляют промышленность. Ну, транспорт я уже даже о ней не говорю. Это уже известно, что на без связи транспорт сегодня практически работать не может. Вот. И вот такой вот круг вопросов, который мы хотим в этот раз сосредоточить свое внимание на обсуждении этих вопросов. Поэтому и экспертов пригласили сюда, знающих эту тему. Вот. Ну, к сожалению, не все смогли приехать, но тем не менее, значит, мы уже эти шаги начали делать. И в конце мы должны выработать конкретную какую-то схему действий, что мы должны делать дальше и в каком направлении сосредоточить основные усилия. Вот, говоря об устойчивости севера, общества нашего, сообщества северян, экономики, экологии и политической деятельности. Да, спасибо, Александр Андреевич. Я должен отметить, что Александр Андреевич практически уже историческая личность. Он подписывал от имени республики декларацию о вступлении в Северный форум в 1993 году, далеком-далеком, да? Некоторые, может быть, еще не родились в это время. Вот. Следующее слово я хотел бы передать Михаилу Александровичу Погадаеву. Он в течение 5 последних лет также был исполнительным директором Северного форума и в рамках данного мероприятия организует несколько площадок, посвященных и проблемам оленеводства, и в целом по коренным малочисленным народам Севера. Пожалуйста, Михаил Александрович.
Спасибо, Владимир Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия проводит ряд мероприятий в рамках Северного форума по устойчивому развитию. Я вот буду рассказывать в хронологическом порядке. У нас уже с сегодняшнего дня мы уже открыли первое мероприятие, которое проходит у нас. Ну, нужно в целом сказать, что, конечно, одной из особенностей Арктики является то, что на протяжении тысячелетий здесь проживали коренные малочисленные народы Севера, занимались традиционной хозяйственной деятельностью, и вопросы устойчивого развития Арктики невозможно без обсуждения, в том числе вопросов устойчивого развития коренных народов, которые проживают в Арктике. Поэтому многие темы, тех мероприятий, которые мы проводим, они как раз-таки связаны с развитием этих народов. Вот сегодня мы начали первое мероприятие, это образовательный курс для молодежи и специалистов в области оленеводства и рыболовства. Это такой курс о развитии предпринимательства и инноваций в традиционных отраслях Севера. Вот, потому что мы считаем, что вот традиционная хозяйственная деятельность коренных народов Арктики тоже нуждается в сохранении, во-первых, да, но также и в развитии, потому что мы говорим о том, что не должно быть так, что эти отрасли находятся где-то в таком историческом, так скажем, в архаичном состоянии, но они должны тоже модернизироваться, развиваться с использованием современных технологий и должны оставаться экономической основой развития коренных народов Севера. Вот поэтому мы пригласили провести такой образовательный курс Университет Арктики и Северный университет Норвегии, университет Норд, это находится, который в Буда, в Норвегии, и специалисты этого университета. У них есть бизнес-школа, которая является, в рейтинге бизнес-школ Европы, занимает лидирующие позиции. Поэтому там действительно специалисты, эксперты мирового уровня по развитию предпринимательства и инноваций. Вот они будут обучать наших представителей, специалистов тому, как более эффективно вести предпринимательскую деятельность. Вот также завтра у нас продолжится этот курс. По итогам этого курса слушатели получат сертификаты участия. Вот. И вечером в 19 часов завтра в Мусхая, в ресторанном комплексе, состоится презентация кулинарной книги. Это был доклад в Арктический совет, касающийся адаптации к изменению климата и традиционной кухни коренных народов Арктики. Вот. И вот эту книгу мы будем презентовать в Мусхая вместе с презентацией национальных блюд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Они готовятся для того, чтобы показать свои традиционные кулинарные блюда. И наши гости, которые приедут к этому времени для участия в Северном форуме по устойчивому развитию, они смогут увидеть, попробовать на вкус, как говорится, продукты Арктики. Вот. Затем завтра же также состоится научно-практическая конференция, которая называется «Коренные малочисленные народы Севера Российской Федерации. Проблемы, приоритеты и перспективы развития в трансформирующемся обществе». Эта конференция посвящена столетию Феодосия Семеновича Донского и проводится Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Вот. И 26 числа у нас будет проходить также, вот мы курируем, нет, я вернусь к 25-му, да, забыл. 25 числа у нас будет также, мы отвечаем за организацию вот этой стратегической сессии дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики «Пора». Вот о чем Дарьяна Дмитриевна уже говорила, мы организовываем эту стратегическую сессию для обсуждения стратегии развития арктической зоны Российской Федерации до 1935 года. Как вы знаете, проектный офис развития Арктики является оператором, который будет организовывать разработку этой стратегии. А мы здесь хотим привлечь наши районы арктические, представителей органов исполнительной власти и вместе еще раз погенерить идеи о том, что должно попасть в эту стратегию развития российской Арктики. Вот. И 26-го у нас состоится экспертная сессия
посвященная развитию Северного морского пути как возможности обеспечить доступ продукции традиционных отраслей Севера на международные рынки. Потому что мы очень часто говорим о развитии Арктики с позиции освоения природных ресурсов, да, это нефтегазовых ресурсов, добывающей промышленности. Ну и говорим о том, что Северный морской путь будет развиваться в основном за счет развития добывающих отраслей. Но мы не должны забывать и о развитии традиционных отраслей и обеспечить доступ их продукции на внешние рынки. Потому что сегодня у нас, например, тоже оленеводство, в основном крупностадное оленеводство сосредоточено в арктической зоне нашей республики, и существует потенциал и возможности в будущем развивать переработку и направлять продукцию традиционных отраслей на внешние рынки. И вот об этом мы обсудим вместе с экспертами, кто занимается развитием логистики. Вот у нас будут специалисты из Центра логистики Крайнего Севера, университета Норд, тоже из Норвегии. Вот на эти темы мы будем говорить в рамках этой экспертной сессии. Вот вкратце о тех мероприятиях, которые будем проводить мы. Спасибо. Да, спасибо большое, Михаил Александрович. Ну и, конечно же, огромную помощь нам в организации мероприятий оказывает Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. И я хотел бы попросить Владимира Васильевича немножко поделиться своим мнением. Здравствуйте всем. Ну, я не буду много говорить, проанонсирую то, что уже Дарьяна сказала. Завтра будет очень интересное мероприятие в общественном центре в 4 часа. Это панельная дискуссия «Сетевое взаимодействие в Университете Арктики». Там сам президент Университета Арктики Ларс Кулерут будет помогать осуществлять эту дискуссию с нашими, ну, можно сказать, уже старыми добрыми друзьями, партнерами из вузов Норвегии, Финляндии, России, тоже из наших северных регионов. И надо сказать, что в Университете Арктики есть около 50 тематических сетей по разным направлениям. Например, очень успешно, очень активно ведет свою деятельность тематическая сеть «Вечная мерзлота» с участием университета Аляски, Фэрбенс, нашего университета, университета Хоккайдо и других. Или наши тематические сети, кафедра северной филологии открыла не так давно сеть по изучению и сохранению языков коренных народов Севера, или тематическая сеть финансово-экономического института по местному региональному развитию на Севере. Есть еще сестринское образование на Севере и так далее, и так далее. В общем, их очень много. И наши коллеги будут обсуждать перспективы и проблемы, форматы, механизмы сотрудничества в рамках этих тематических сетей. Конечно, для нас, для вузов, наверное, как вызов можно воспринимать то, что в арктические регионы, они все географически очень удаленные, мобильность активно развивать сложно, потому что это очень дорого, но в то же время, как мы сейчас отметили, цифровизация, скайп-лекции, вот, кстати, с университетом Хоккайдо у нас будет целый ряд лекций по системе Polycom, по ВКС, и есть другие форматы и в науке, и в создании сетевых образовательных программ, и семинаров, конференций совместных, публикаций в соавторстве и так далее. Поэтому вот об этом завтра будут обсуждать. И основной смысл идеи будет в том, что привести примеры успешных кейсов тематических сетей в этом огромном консорциуме, который называется Университет Арктики. Уже более 200 членов есть в Университете Арктики из 8 арктических стран, и не только арктических. К Арктике сейчас большой интерес проявляют и так называемые non-Arctic members. И наши вот как раз страны-азиаты, азиатские страны вошли очень активно в сеть Университета Арктики и с нами совместно вот по этим проектам и темам работают. Ну и в конце этой сессии будет подписание соглашения между СВФУ и проектным офисом развития Университета Арктики, и с Лапландским университетом ректор будет, и с Корейским морским институтом, тоже очень активным членом Университета Арктики. Они тоже большой делегацией приезжают, и есть отдельное свое мероприятие. Ну, пожалуй, так, коротко. Спасибо.
Спасибо, Владимир Васильевич. Ну, в принципе, вкратце мы вам рассказали, что за форум у нас будет проходить, и надеемся, что у вас будут какие-то вопросы, или мы все уже рассказали, что всем все ясно. Пожалуйста, вопросы, микрофон есть. Владимир Николаевич, можно я еще Да, уточняющую Михаил информацию скажу, что вот те мероприятия, о которых я рассказывал, они организовываются не нашим министерством, да, мы просто координируем. Я хочу вот с большой благодарностью отметить участие Северо-Восточного федерального университета, который оказывает помощь в организации этих мероприятий. Это кафедра ЮНЕСКО СВФУ, также кафедра международных исследований и Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха-Якутия тоже очень активно нам помогает. И основным организатором вот этих мероприятий по оленеводству, о которых я говорил, это международная организация, это Ассоциация оленевода мира и Международный центр оленеводства, а также Институт циркумполярного оленеводства Университета Арктики. Вот, то есть университеты, которые входят в сеть университета Арктики, они тоже активно участвуют, в том числе университет Норд в Норвегии и так далее. Вот это просто как бы уточнение. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Мы все готовы вам отвечать. Но для первой пресс-конференции, возможно, общей информации вы уже получили. Пожалуйста, ознакомьтесь на сайте с подробной программой, где что будет проходить. И мы очень надеемся, что вы будете беседовать с нашими гостями, и вся республика узнает все-таки максимально шире, какое мероприятие мы затеяли и что из этого мы ожидаем. Не только из уст местных специалистов, но и из уст мировых экспертов, которые в эти дни будут гостить у нас. Все еще нет вопросов? Спасибо. Да, Александр Андреевич. По ходу одна мысль пришла. Хорошо. Ну, вообще, я могу сказать, что вот эта конференция, сам формат ее проведения и такая многослойная, многонаправленная, она просто заставляет или подсказывает генерировать все время какие-то новые идеи, мысли, все время их увеличиваются, идеи эти растут и нарастают, улучшает это. У меня мысль такая пришла. Наши представители средств массовой информации будут освещать наверняка все самые существенные события, да? Вот, писать какие-то очерки небольшие. У меня мысль такая, собрать бы потом все эти очерки вместе в отдельную книжечку, чтобы у нас, во-первых, был опыт, прописанный в виде инструкции, да, уже, показывает, что мы сделали. Во-вторых, более полно отразить работу этого форума. Вот, поэтому я обращаюсь с предложением делать очерки развернутые и потом бы взять их всех обобщить в одной хорошей книжке об этом форуме, что на себя представляет. Ну, допустим, мы вот проводили «Дети Азии» игры, да? В основном фотографии. Очень короткие просто комментарии к фотографиям. А тут интересно было бы почитать описание, что было там на этом форуме происходило. Вот, опыт на будущее и история нашего мероприятия. Да, идея, конечно, прекрасная. Я думаю, что вы на сайте найдете контакты, по которым можно присылать свои материалы. Я думаю, секретариат Северного форума найдет возможность осуществить эту идею в реальность. И да, такого опыта, в принципе, у нас не было. В принципе, когда проводятся конференции научно-практические, конечно же, публикации статей, докладов – это стандартный подход. Но вот такого плана форумы, когда проводились, да, фотоальбомами в основном и завершалось дело, или даже вообще без этого. И потом не остается практически следов от того мероприятия, которое мы провели. Поэтому идея очень хорошая, я думаю, что будет поддержана, и мы хотели бы просить наших коллег из средств массовой информации помочь нам в этом хорошем деле. Дарья? Да, по такой организационной деятельности вот у нас здесь в зале присутствует Екатерина Тимофеева, сотрудник Северного форума, с которой вы можете контактировать напрямую, спрашивать все по форуму и координировать свои деятельности, да, с нами, да, напрямую.
Она будет заниматься, уже есть медиаплан. Кроме этого, хотелось бы добавить еще помимо этого по именам наших экспертов. К нам приехал очень большой мировой эксперт по Арктике, это Ласси Хайнинен. Сегодня как раз он прилетел, я думаю, с ним будет отдельный, не думаю, а даже будет отдельный пресс-подход перед пленарным заседанием вместе с главой республики, и также там будет Сергей Харючи, Ассоциация оленевода мира. Кроме этого, есть даже также представители посольств. Это посольство Исландии, посол Исландии в Российской Федерации приезжает, советник посла Норвегии, руководитель политического отдела канадского посольства и генконсул Китая в Хабаровске из зарубежных официальных лиц. Также у нас по экспертам стоит выделить отдельно все отдельные страны. Было бы очень хорошо осветить экспертов по всем, наверное, странам, да, если получится. Потому что действительно это такое мероприятие, которое никогда не приходило. И хотелось бы, чтобы оно было, вот для него старт был дан очень хороший. Да. По спискам экспертов тоже прошу обращаться к Кате Тимофеевой. Мы его составили. Вот, я готова вам предоставить. И там действительно по таким самым большим мировым экспертам где-то человек 15. И считаем то, что они тоже могли бы дать интервью и что-то вот в каком-то, как у вас, в каких форматах, да, в любых можно было бы это осветить. И что еще? По программе, как бы нам эту программу не только на нашем сайте, да, освещать, а может быть на ваших ресурсах. У нас есть и баннеры, которые можно было бы разместить на ваших сайтах, да, для того, чтобы во время форума, как нам все желают, и все наши соорганизаторы, чтобы это было не только для нас самих участников, но и для жителей Якутии, которые могли бы также посетить наше мероприятие и посмотреть, как это проходит. Вот. В целом так по организационному. Спасибо. Хорошо, спасибо. Тогда мы на этом завершаем нашу первую пресс-конференцию. Думаю, что на этой площадке еще не раз будем встречаться до конца этой недели. Спасибо. Видите, у нас же есть еще большое театрализованное представление. Ну, да, 27 числа наш форум как бы завершается в День государственности Республики Саха-Якутия. Соответственно, в комплексе «Триумф» 19 часов пока, да? 19. Состоится театрализованное большое представление «Свет над Арктикой». 18:30 «Свет над Арктикой», в котором будет показано, как республика развивается, как она вливается в международное арктическое сотрудничество, для чего вот это все мы затеяли и так далее, так далее. Будет достаточно интересно и красиво, я думаю. И Арсений Сергеевич, я думаю, выскажет мнение, как мы дальше будем двигаться в сторону развития Арктики в глобальном контексте. Спасибо. Ну и последняя информационная организационная информация. Наш офис Северного форума находится в Доме профсоюзов, Курышева, 24, кабинет 407. Если что-то нужно конкретно вот прямо сразу на месте, там у нас постоянно люди могут подсказать. Да? По контактным номерам у нас на роллапах будет контактный номер, по которому тоже можно будет напрямую с нами связываться. Большое спасибо. Спасибо.